Могучие мужи на резвых конях, саки. Кочевые племена степных просторов Евразии в древнеперсидских письменных источниках упоминаются под названием сака. Тексты содержат сообщения о трех группах саков. Саки тиграхуада, носящие остроконечные шапки, проживали по среднему течению реки Сырдарьи на Тянь-Шане и в Семиречье, Жетысу. Саки Парадайя-Рая, заморские саки, обитали в восточной части Приоралья и низовьях Амударии и Сырдарьи. Саки Хаумаварга, то есть которые изготавливали хауму, расселялись по берегам рек Амударьи и Мургаба. Важнейшим источником по истории сакских племен являются археологические памятники, среди которых преобладают могильники и курганы как рядовых общинников, так и монументальные сооружения для знати. Археологические исследования показывают очень тесную связь культуры саков с материалами скифо-сибирских памятников, как в погребальном обряде, так и в предметных комплексах. Наиболее известны могильники саков в Казахстане – Беш-Шатыр, Иссык, Боралдай, Тасмала, Талды и другие. Но самые древние, 8 век до новой эры, находятся в Восточном Казахстане – Шеликты и Елек-Сазы. Курганы саков достигают высоты 15-20 метров, при диаметре до 100 метров. Великолепные образцы одежды, головных уборов, обуви, ремней, поясов, оружия, украшенные многочисленными золотыми бляшками и накладками, содержат элитные скифо-сакские захоронения. Помимо луков и стрел, в экипировку саков входили копья, боевые топоры, клевцы, мечи и короткие кинжалы – акинаки. Акинак был не только наступательным оружием, но своеобразным подтверждением статуса мужчины-воина, непременным атрибутом сакского всадника. В бою мечи и кинжалы предназначались для нанесения рубящих и колющих ударов. Они были одинаковыми по форме, но отличались размерами. Кинжалы не превышали в длину 30-40 см, мечи 50-70 см. Мечи делали из железа. Кинжалы могли быть из бронзы, железа или биметаллическими. При переходе от клинка к рукояти находилось перекрестие. Сверху на рукояти закреплялось навершие. Скифо-сакские клинки имели брусковидное прямоугольно-антенное, то есть загнутое вверху, овальное изооморфное навершие и перекрестие сердцевидной, почковидной или бабочковидной формы. У отдельных экземпляров элементы декора наносились на рукоять или перекрестие. Оружие носили в обтянутых кожей или тканью деревянных ножнах, которые иногда обкладывали золотыми пластинами с изображениями животных и фантастических существ. У воинов появились боевые пояса, к которым крепился весь набор оружия, точильный камень, нагайка и чаша. Пояса богато украшали золотыми бляхами.